Здравствуйте, уважаемые наши телезрители! Как можно остаться собой, достигнув карьерных высот, и как можно завоевать уважение своих подчиненных и коллег? Сегодня у нас в гостях очень интересная героиня Наталья Альбертовна Козина, начальник финансового управления Сахаэнерго и одновременно мама 3 детей. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем нашу беседу с истоков, тем более есть вам что рассказать, чем поделиться. Ваш отец очень известный в своей области человек, он был почетным радистом СССР. И мама тоже работала долгое время в этой области. Расскажите, пожалуйста, в какой вы среде выросли и какие уроки получили от своих родителей? Я родилась в городе Якутске, закончила 23-ю школу. Отец мой, конечно, очень в свое время известный был человек, так как телевидения еще тогда не было. И в основном это было радиовещание. В детстве, когда на собрание в школу нужно было прийти родителям, я предпочитала, чтобы приходил папа. Потому что если папа сходил на собрание, он пришел, он ничего высказывать не будет, ну и сходил и сходил. Училась я хорошо, поэтому поведение было хорошее. Ко мне-то, конечно, претензий-то быть не могло. Но если шла на собрание мама, она высказывала, все транслировала, что сказали на собрании. Виновата я там, не виновата, но почему-то это нужно было все вот сказать, обязательно воззвать к какой-то дисциплине. Поэтому предпочитала, чтобы ходил отец. Он, Без комментариев. без комментариев, был, не был. Как-то это... Вот предпочитала, чтобы отец. Даже порой тихонечко приходила отцу, говорила: сходи, пожалуйста, на собрание. Но он с удовольствием ходил? Да, он ходил с удовольствием, он был членом родительского комитета. Его все мои одноклассники очень хорошо знают и помнят. Раньше родительский комитет ходил же по домам одноклассников, смотрели условия проживания, поэтому его знали все в школе. Альберт Михайлович Козин. Альберт Михайлович Козин. Вы гордились своим отцом? Да, и даже среди одноклассников, ведь не всех родителей знают одноклассники, а моего папу знали все. Он ведь учился в Суворовском училище. Да, отец после войны, время было очень тяжелое, вынуждены были его в Суворовское училище отдать учиться. Отец у него прошел всю войну, мой дед, воевал, дальше он служил после войны. И, конечно, чтобы получил образование и дисциплину, ребенка отдали в Суворовское училище. Именно там он приучился к дисциплине в плане даже распорядка рабочего дня. Сколько я помню, мой отец всегда встает очень рано, делает зарядку, обливается, и только потом он приступает, значит, там позавтракал и идет на работу. Вот этот распорядок дня, сколько я себя помню, у него он такой. Я тоже люблю распорядок дня, это очень помогает и в жизни, и в семейной жизни, и в работе, это очень помогает. Сейчас профессия экономиста очень популярная, ну, как говорят, модная и актуальная, да? А в советское время, мне кажется, образ или, скажем, ореол вокруг этой профессии был совершенно иной. А вы выбрали эту профессию. Так почему? Почему? Ну, я не знала, кем я буду. Для меня это был трудный выбор, кем я стану, кем я буду. С хорошим аттестатом. Я после школы задумалась и начала анализировать, а кем бы я могла быть. Я начала перебирать профессии. Ну, космонавта, конечно, уже не выбирала. А вот быть врачом, все-таки есть некоторая степень брезгливости, и оказать помощь даже, скажем, асоциальному человеку для меня будет сложно. Я все-таки предпочитаю работать с цифрами. Для меня за цифрой стоит очень много информации. Работать с людьми, наверное, у меня кое-где не хватит выдержки. Вот. Ну, я тогда так думала в то время. Поэтому я подумала, что работа с цифрами – это кто? Это либо бухгалтер, либо экономист.
Ну, вот почему-то мне в тот момент показалось, что работа бухгалтера все-таки более сухая, чем работа экономиста. А это помягче, да? Да, как-то все-таки это помягче. Это вот доходы нужно посчитать, расходы нужно посчитать. И решила, что я буду экономистом. А вот куда поступать, вот честно скажу, здесь у меня было затруднительно, как выбрать город. Просто-напросто открыла атлас Мгм. СССР и ткнула пальцем. Попала в Хабаровск. И все, и решили. А вот потом начала в Хабаровске смотреть, какие учебные заведения есть в Хабаровске. Мгм. И остановилась на Хабаровском политехническом институте. Мгм. А И почему именно вот этот институт выбрали? там была специальность экономика промышленности. Мгм. Почему-то я вот себя представляла, что я буду экономистом в большом предприятии, Мгм. возможно, выпускающем автомобили. Родители поддержали ваше решение? Да, родители поддержали. Ну, в принципе, меня всегда родители поддерживали в моих решениях. Мне никогда не навязывали мнение. Это твой выбор. Выбрала, пожалуйста, учись, поможем всегда. Мгм. А вы полетели в Хабаровск одна или в сопровождении? Я полетела одна с чемоданчиком. Ну да, раньше таки было. Вот. И Мне с было чемоданом 16 без лет. колес, самое Да главное. какие там колесики? Мгм. Вот. Полетела одна в 16 лет. И вот родители отпустили. Ведь тогда же даже сотовых телефонов не было, чтобы узнать, долетел ребенок, не долетел. Мгм. Долетела, устроилась в общежитие. А потом перед вступительными экзаменами позвонила домой. Тогда мы ходили на переговорный пункт Да. звонить домой. Позвонила домой. И, видимо, отец что-то услышал такое в голосе. Чего же ты... Видимо, было все-таки волнение. И спросил, ты хочешь, чтобы кто-нибудь приехал Мгм. к вступительным экзаменам? Я или мама? Хочу. Мгм. А кто? Лучше ты. Мгм. Потому что тогда уже понимала, папа человек очень рассудительный, спокойный. Мгм. Вдруг не поступлю. Все-таки с мамой мы будем вместе плакать, Мгм. а папа поможет каким-то таким дельным советом, что делать дальше. И папа прилетел. И поступали мы тогда по эксперименту. Мгм. Нужно было сдать 2 экзамена по математике не менее чем на 8 баллов. Мгм. И набирая 8 баллов, можно было не сдавать 3-й экзамен русский язык. Утром я сплю, стук в дверь в общежитие. Открываю дверь, папа стоит, говорит, ну что, завалила? Я говорю, да не может быть. Если бы я завалила, ты бы с утра тут не стоял. Из-за спины папа вытаскивает букет цветов. Молодец, поступила, 2 пятерки. Ну, по первому было уже 5 экзаменов. Здорово. Вы в руках держите вот такую маленькую вещицу, и эта вещь как раз-таки связана со студенческими годами. Расскажите, пожалуйста. Это шпулька. Мгм. Казалось бы, вот зачем в наше время шпулька? Когда-то в студенчестве почему-то у нас частенько то пуговицы отрывались, то что-то рвалось. Приходилось подшивать. Мгм. Иголки, нитки под рукой не бывало. И вот в Хабаровске остановка Трехгорная. В магазине я увидела такую вот шпульку. Очень удобная вещь. Я ее купила, положила в сумку, и с тех пор эта вещь со мной. И, казалось бы, я задумалась несколько лет назад, а зачем я в сумке столько лет ношу эту вещь, Правда, что? шпульку? Вот зачем она мне нужна? Мгм. Даже я ее один раз даже выложила. Мгм. Почувствовала себя некомфортно, положила обратно. Я поняла, что, наверное, это уже теперь как талисман. Больше, чем нежели как вещь, необходимая в хозяйстве. Тем более она такая маленькая. Маленькая, аккуратненькая. Мало ли, да? Мгм. А скажите, пожалуйста, а на ней вот есть цена? Да, на ней цена 88 копеек. Тогда это Ну, достаточно, да? достаточно. Мгм. А почему, как вы думаете, почему раньше писали цену всегда вот на все? Это был стандарт. Стандарт? Тогда это был стандарт. Ведь хозяйство было плановое, Мгм. и эта шпулька всегда стоила... Из области именно- экономики. Да. А сейчас нигде не пишут, и везде цены разные. А сейчас у нас рыночная экономика. Мгм. Поэтому
спрос определяет предложение. Даже если себестоимость этой шпульки будет 10 копеек, где-то она будет стоить, конечно, и рубль 10. Вы учились хорошо и считаете, что институт вам дал очень много. Качественное образование, такое фундаментальное, наверное, да? Да. Я же не просто экономист, я инженер-экономист. Так как вуз технический, и образование давали нам техническое. Очень хорошая база была. Были литейные цеха в институте, были целый, значит, ряд станков стояли. И когда мы сдавали, допустим, курсовую, преподаватель мог, вот представьте, группа сидит, там 20 девчонок. Одни И стоит девчонки? одни девчонки, потому что они экономисты. Мгм. И вот стоит ряд станков, штук 20. Во-первых, нужно назвать какой-то станок. Вертикально-сверлильный, токарно-фрезерный. Уже слова, да? Ага. Мало того, найди вот такую-то шестеренку, найди вот такой-то вал. И всегда нам говорили, вы сначала инженер, а потом через черточку экономист. Мгм. Вы обязаны знать, как сопротивляются материалы. И сопротивление материалов, этот любимый предмет у всех, тоже мы изучали и сдавали. Самый трудный, говорят, предмет. Да, самый трудный предмет. Говорят, сдал сопромат, можешь жениться. Не случись в стране такого развала, вы бы, наверное, работали сейчас в области машиностроения. Судьба у вас, наверное, совершенно другая была. Вам не кажется? Возможно. Возможно, бы распределили на завод военный, возможно, бы распределили на завод машиностроения. Возможно, было бы и другая. Но тогда закончилось распределение, и все мы вышли со свободными, так называемыми, свободными дипломами, куда мы сами сможем устроиться. Знаете, мне предложили поступать в аспирантуру в Хабаровском политехническом институте. Ну, мама, разговаривая с мамой по телефону, мама сказала: ой, доченька, ну как же я тут одна, давай возвращайся, вообще вот такое неспокойное время, возвращайся домой. Я вернулась домой и рассказала папе, что вот я вот что-то, вот мне предложили аспирантуру, но я приехала домой. И отец добавил, конечно, к моим сомнениям и смятениям, вот зачем же ты это сделала, почему ты не осталась, почему ты не поступила в аспирантуру? Он был огорчен. Да. Конечно, мне было устроиться тяжело, и пришлось работать не по специальности. Я пошла работать в Министерство лесного хозяйства. Тогда оно так называлось. О 90-х годах обычно говорят обязательно с эпитетом «лихие», да? А для вас это какие годы были? Вам было интересно, либо трудно? В 90-е годы у меня родились 2 детей. В 95-м году у меня родились близнецы, мальчик и девочка. Конечно, это было очень тяжело, ведь ничего тогда не было. Ни продуктов питания, ни смесей не было. Да даже той же одежды, распашонки, пеленки, этого же ничего не было в магазинах. Приходилось самим строчить пеленки, распашонки. А когда вы узнали, что у вас будет двойня, как вы восприняли? Я была подготовлена своим отцом. Отец? Мой папа уже на таких небольших сроках сказал: ой, ты сюрприз готовишь, двойня Без будет. УЗИ сказал. Ну, как без УЗИ, это был очень такой маленький срок. Ну ты что говоришь-то? И на большом сроке я как-то вот тянула, не хотелось мне туда идти на УЗИ. И уже когда заведующая отделением сказала: нет уж, ты останешься после приема и пойдешь на УЗИ. Делает она УЗИ, смотрит, включит, выключит этот аппарат, включит, выключит. Ну, тогда так древние были эти аппараты, показывали плохо. Думаю, наверное, что-то плохо и видно. Она села потом за стол, голову руками обхватила и говорит: ну что, двойня будет трагическим, трагическим тоном, наверное. Конечно, в то время это одного ребенка вырастить, а тут 2 сразу.
Прихожу домой, говорю, ну что, папа, накаркал? Мгм. А он? Так я так здесь при чем? Мгм. Откуда у него такие знания? У него бабушка была повитухой, и какие-то все-таки вещи он, видимо, с детства услышал. Мгм. Детская память цепкая, запомнил. И вот поставил такой диагноз на всю Мгм. жизнь. Мгм. Двое детей, значит, все умножаешь на 2. Все на 2. Мгм. И нагрузка тоже двойная. Как вы справлялись? Один ребенок требует внимания больше, потому что он просит: поиграй со мной, порисуй со мной, повырезай со мной. А двое, они вместе сидят, вместе вырезают. Ну, конечно, бывает такое, что и хулиганят, бедокурят они тоже вместе. Вот сейчас молодые родители, да, они очень много читают. Ну, сразу, если какие вопросы, они сразу достают. Да, и все там есть. Советы, возможно, нужные, а может быть и не очень нужные. Но в любом случае можно получить какой-то ответ. А у вас были какие-то, ну, помимо мамы с папой, кто вам помогал, откуда вы знали, черпали знания? В родне у нас ни у кого двойняшек не было. Мгм. Кто-то же должен начинать эту традицию. Действительно не знали ни как кормить их по очереди одновременно, что делать, когда они все кричат. Вы знаете, в то время мне очень хорошо помогла книга Марты Уильям Сёрс. Мгм. У них 8 детей, один ребенок с синдромом Дауна. То есть у них очень богатый опыт, как себя вести. И вот когда наступил вот момент, дети кричат, Мгм. вот просто уже не знаешь, за что схватиться, выдалась минутка, уложила их спать, и они спят. И вот в этой книге натолкнулась на интересную главу, в которой как раз описываются такие дети, которые очень беспокойны. Это мы их называем беспокойным. На самом деле суть, значит, главы говорит Активные о том, дети. что вот и тут мы не правы, Мгм. неактивные дети. Если ты не можешь изменить мир, изменись сам. Мгм. Ну, легко Нужно сказать. отношение к этим детям изменить. Мгм. Вы знаете, после прочтения книги стало легче. Мгм. Объяснялось, почему такие они. Вот ребенок даже взял его на руки, а он не сидит спокойно, он крутится, вертится. Да. Вот что ему все что-то надо, то одно схватил, то другое схватил, маме прическу испортил. Эти дети, у них такой темперамент. Но что хорошо вот в этих детях, и этим детям чем легче в жизни, они путешествуют по жизни первым классом. Мгм. Они всегда привлекают к себе внимание, они всегда добиваются своего. Иногда мы говорим, безобразно себя ребенок ведет. Мгм. Но больше вина родителей, что ведет он безобразно. Ну, он пытается что-то выразить, он пытается что-то сказать. Одним выразить. словом, эта книга вам очень помогла. Очень помогла эта книга. Я изменила отношения. Когда я изменила отношения, мне стало легче. Мгм. А вы на работу вышли, когда им было сколько лет? Им было 2,5 года. Мгм. Одно время мама работала уже тогда администратором в гостинице. И приходилось на работу, значит, таким образом ходить. Мама приходила, она в дверях одетая, я стою в дверях, одеваюсь и выбегаю на работу. Мгм. Ну, не смогли мы очень долго так все-таки работать, и тяжеловато. И маме пришлось оставить работу, она помогала Мгм. с детьми. Каждое платье – новая история. Магазин женской одежды «Эсалог». Торговый центр Тоймада, 3-й этаж, телефон 707 574. В Министерстве лесного хозяйства работали почти 10 лет, а потом перешли в Сахаэнерго. Тогда, по-моему, это предприятие только зарождалось, да? Да, я пришла в самом начале, Мгм. у самых истоков. Занималась я тогда, работала в планово-экономическом отделе, был тогда только планово-экономический отдел. Занималась трудом, Мгм. зарплата и труд. В то время для меня вообще, я же сменила кардинально. Я занималась лесным хозяйством, а тут Ну да. энергетика. Мгм. Да, приходилось где-то и самой
читать, изучать. Ведь нужно дойти до сути. И учили меня доходить до сути. Но не могу я вот просто складывать цифры и вычитать. Мне интересно, как начинается процесс, с чего он начинается. Ну и коллеги, конечно, очень квалифицированные, грамотные и открытые люди, которые помогали, рассказывали, показывали, как начинается процесс, что нужно делать. Вы задумывались о карьере, о том, что надо кем-то стать? Вы знаете, я почему-то на протяжении всей жизни не задумывалась и не ставила целей. Почему-то вот у меня никогда не было целей достичь, стать тем-то. Ну вот как жила, так и жила. Сказали, надо сделать это, сказали, нужно помочь там-то. Да, помогала, приходила, достигала. То есть, например, сейчас вот нынешнее поколение, оно очень сильно заточено, по-моему, на успешную карьеру. Всегда же говорят, вот это слово «успех» это вообще превалирует, по-моему, да, сейчас? Сейчас очень сильно превалирует, но ведь за успехом порой не видим людей. Вот-вот-вот. Вот здесь все-таки, мне кажется, отношения и добрая память людей гораздо дороже, нежели некоторый успех, который вот любыми путями. Наверное, все-таки я не смогу сделать так, переступить через кого-то, чтобы достигнуть своей цели, своего успеха. Человеческий ресурс – это самый дорогой ресурс, потому что, ну, говорят, незаменимых людей у нас нет. Да, незаменимых у нас людей нет, но именно человеческое отношение, оно очень о многом говорит, ведь да, поставить, значит, исполнить какую-то задачу к определенному сроку, что-то там посчитать, провести какую-то сделку невозможно без все-таки человеческой поддержки коллег. Ведь может просто сказать, ну извини, мое рабочее время вышло, до свидания, я пошел. И только когда коллектив именно имеет такое вот душевное отношение, дружное отношение, да, человек останется, сделает, поможет. И в ответ ты тоже должен ему улыбнуться, поблагодарить. Улыбка дороже, чем такой суровый взгляд, конечно же. Когда с улыбкой все делаешь, но и получается. Лучше пошутить, чем поругать. Ну, в вашем случае разве можно шутить? Можно. Шутить нужно. Можно и нужно. Вы знаете, иногда, когда напряженный весь коллектив, весь напряжен, лучше пошутить, лучше посмеются, расслабиться, и дальше будут работать. И все получается. Нежели будут вот зажаты, достигать стиснутыми зубами цели. А мы когда-нибудь придем к тому времени, что у нас вот все носители, вот все, ну, электричество, вот все это беспроводное? Уже есть разработки. Уже есть разработки. Когда это не будет? Когда будет? Я бы мечтала, чтобы это было завтра. Ну, на самом деле, наверное, не скоро все-таки это будет. И расстояние у нас в Якутии, наверное, тоже не позволят, чтобы вот беспроводной. Но мы с вами уже добились, интернет у нас беспроводной. Вы активный пользователь? Да, я активный пользователь интернета, но я, вот, вы знаете, крайний противник социальных сетей. Это я заметила, потому что я вам хотела сообщение отправить по WhatsApp, и я вас не нашла там. Ни прямо в удивилась. Ни в Одноклассниках, ни в Фейсбуке я не состою. Ну, я считаю, это принципиально, это мы просто тратим время. Что мы имеем вот с той информацией, которая есть в Одноклассниках? Ну что, без чего вы не сможете Вы прожить? можете узнать, например, что ваша коллега приготовила на ужин, или что такое. А мне не интересно, мне не интересно, что приготовила. Но у вас был опыт все-таки, хоть минимальный? Нет. Когда вас вовлекли, например, в WhatsApp или что-то? Нет. Не было? Нет. Нет. Я не люблю и не считаю это вот необходимостью. Необходимым. Да, мы все-таки много теряем время на это, очень много. Что-то там брякнуло, начинаем смотреть. Ой, а что же там, а кто же? Увлеклись,
пошли по ветке куда-то дальше. Но ваши же коллеги увлекаются. Увлекаются. Вы видите это? Вы знаете, я даже иногда делаю замечания Мгм. своим подчиненным. Говорю, Мгм. вижу телефон, будешь сдавать, как в школе, на ЕГЭ, на входе. Подчиненные знают и, Мгм. конечно, не злоупотребляют этими вещами. Но я еще слышала, что вот это превращается в своего рода зависимость и даже социальная болезнь такая. Да. Мгм. И вот Что они не заметно, могут что жить без этого. кто-то не может даже уже есть, не сфотографировав то, что нужно употребить в Мгм. пищу. Мгм. Нет, это уже зло. Это Все зло. должно быть дозировано. Вот младшей девочке я не разрешаю не смотреть телевизор, то есть смотрит на мультфильмы только в определенное время, на определенное время. У нее нет телефона, и мы не разрешаем брать ей вот эти смартфоны, планшеты. Сколько ей лет? 6 лет. Ну так в ее возрасте у других детей есть разве? Вы знаете, есть и даже приносят в садик. Мгм. И очень хорошо разбирается. И очень хорошо разбирается. Мгм. А родители, между прочим, все гордятся, когда дети разбираются. А вот обратите внимание, сидит мама Мгм. и дочка. Мгм. И они обе где? Живого общения нет. Они Живого обе в нет. телефоне. Мгм. А потом мы удивляемся, что мы друг друга не слышим. Мгм. А как вы думаете, что это отбирает у детей? Ну, с физиологической точки зрения, зрение как Мгм. раз-то и падает. Зрение и живое общение. Мгм. Знаете, живое общение все-таки оно не заменит. Учиться разговаривать с живым человеком и набивать текст – это разные вещи. Мгм. Уметь чувствовать человека живого. А мне кажется, даст еще это. творческое начало отнимает. Наверное. Потому что они все становятся потребителями. Да, вы правы. Мгм. У меня знакомая есть, которая в детстве, ну, у нее игрушек даже не было. Она копила эти спичечные коробки, потом она стала впоследствии очень известным художником. Понимаете, да, потому что у нее какое-то мышление, видимо, по-другому стало развиваться, более объемно, более по-другому. Да. Из ничего делала красоту, можно сказать. Да, объемное пространственное Мгм. мышление у нее, конечно, с помощью коробков. Но очень это сильно развивается. одно дело, что вы не хотите, чтобы ребенок вот этими гаджетами не пользовался, да, а другое дело ребенок. Ребенок же видит, что другие пользуются, у них красивая вещь, они там, у них какие-то эмоции, и ребенок тоже хочет. Вы знаете, удивительная вещь. Старший сын, вы знаете, приходилось даже закрывать компьютер. Вот настолько у него была тяга к компьютеру. Закрывал. Вы прямо с Пароль. розетки. Пароль на компьютере Ага. стоял. И что вы думаете? К 10 классу он вскрыл этот пароль. Мгм. Сейчас у него дома компьютер, ну, вы знаете, ну, как в Пентагоне, там, огромный. И я сделала вывод, что если у ребенка есть желание, он все равно, есть запрет, нет запрета, он все равно достигнет то, чего хочет, он получит то, чего он хочет. При Мгм. этом, правда, ему придется приложить какое-то все-таки мысленное усилие, как этого достигнуть, как к этому подобраться. И Мгм. опять же это будет развивать. Вы знаете, мы не разрешаем ей телефонами пользоваться, планшетами, и ведь все равно она смотрит и запоминает, и знает, как пользоваться. Мгм. И дать ей в руки она все равно сможет воспользоваться этим телефоном, зайти в интернет и поиграть в какие-то игры. Мгм. Мы не можем их совершенно вот оградить от этого. Невозможно практически. Это практически Мгм. невозможно. Они все равно друг у друга смотрят, а память-то цепкая, она запоминает. Мгм. Ваша дочь, она родилась, ну, скажем, вы родили ее в зрелом возрасте. Мгм. Быть зрелой Каково мамой быть очень- мамой вот в таком возрасте, спустя много лет, между прочим, да, после старших детей? 15 лет. Разница. Разница в 15 лет. Нисколько не жалею и очень рада. Мгм. Очень хорошая, между прочим, разница между старшими и младшими. Вот я считаю, что разница там в 2-3 года и уже 4 там и больше, это более тяжелая разница. Мгм. У них мало точек соприкосновения, и в то же время есть уже у старших они считают себя более взрослыми, но не настолько взрослые, чтобы относиться к младшему ребенку как взрослый. Мгм. А вот разница в 15 лет,
они относятся к ней осознанно, взросло. Мгм. И она это тоже ощущает. И, соответственно, старший брат, старшая сестра – это старшие. Она в любом случае прислушивается к ним. И в то же время и они к ней относятся. Да, она младшая, где-то уже больше терпения к проделкам и к проказам. И вообще, я бы всем советовала. Все-таки позднее материнство, оно несколько женщин ведь и собирает. Мгм. В плане того, что мы вынуждены жить интересами детей. Мгм. Мы будем, наверное, позже стариться. А кем стали ваши дети? Чем они сейчас занимаются, старшие? Старшая дочь, она учится в Ангарском техническом университете, Мгм. электроэнергетика и электротехника. Мгм. Сын, Якутский индустриально-педагогический колледж, автомеханик. Мгм. Вы, наверное, хотели, чтобы он получил высшее образование. Почему он выбрал колледж? С этим, может быть, какая-то история связана? Да, с этим, конечно, история с продолжением. Получилось так, что единый государственный экзамен по математике он не сдал, сдать не смог. Это был шок. Он, проучившись 11 лет, причем неплохо проучившись, там у него буквально было 3 тройки, он выходит из школы с аттестатом о 9-летнем образовании. Мгм. Потерянное время. Вот куда? Это растерянность. Куда теперь? Вы знаете, стресс был для него все-таки большой. Он даже заболел в это время, попал в больницу. Потом все-таки собрались мы с духом оба, и он, и я. Мгм. И, Что-то надо предпринять. Конечно, Мгм. нельзя же останавливаться. Жизнь идет, Да. продолжается. Он поступил, вот куда можно. У нас, кстати, в Якутске не так уж и много учебных заведений, куда можно поступить после 9 класса. Мгм. Все-таки и средние учебные заведения, они настроены на том, что закончит выпускник 11 классов. Мгм. В речное училище. Поступил он в речное училище, учился неплохо. И когда прошел год, математику он сдал неплохо. И он забрал документы. Он забрал документы из речного училища и пошел, значит, поступил в Якутский индустриально-педагогический колледж на автомеханика. Он стал победителем республиканской олимпиады по своей специальности Мгм. и должен представить республику на Всероссийской олимпиаде. Будем держать кулачки и надеяться, что он принесет победу республике. Здорово. Для вас это большая радость. Конечно, после вот Мгм. Таких перипетий, да? да, переживаний, и, конечно, это успех, Вот это видите, как радость, странно это- получается, да? Человек находит свою дорогу, свое предназначение, может быть, таким образом. Не Да, ну, сразу. Да. Наверное, это сверху дано кому-то пройти именно определенный путь. Мгм. И вот его был путь такой. Не гладкий. Да. Наверное, что-то осознать, что-то осмыслить. Нам это, наверное, дается именно как урок. Вы с мужем работаете в одном коллективе. Есть и свои плюсы, и свои минусы. Мгм. Когда приходишь домой и начинаешь проблемы какие-то обсуждать дальше и ловишь себя на мысли «стоп», ведь не нужно этого делать. Нужно забыть работу, оставить на работе. А Мгм. дома посвятить именно домашним каким-то радостям или проблемам. И да, и иногда мешает, Мгм. иногда помогает. Мгм. Когда что-то, вот, знаете, не додумал дома, на работе что-то не додумал, процесс не дошел. Вроде дома буквально пару фраз перекинулись, оп, вот оно решение. Мгм. Ну, чаще, конечно, я предпочитаю, чтобы дома не разговаривать Не о работе, разговаривать о не, работе. не выносить работу домой, не люблю. Мгм. У вас есть замечательное хобби. Вы собираете монеты. Это потому, что вы финансист? Или я, может быть, финансист, потому что начала коллекционировать монеты. А первую монету вы когда нашли или приобрели, или подарили? Или с чего все это началось? Началось с Олимпиады 80. Тогда выпускали памятные рубли Олимпиады 80. Мгм. Это же очень интересно.
у людей, когда вот они смотрят на монеты, Мгм. на банкноты, сразу вот возникают какие-то воспоминания. Вот ты помнишь, 16 копеек стоил кекс. Мгм. Ты помнишь, булка хлеба 22 копейки Да. стоила, литр молока. И почему-то люди вот и через деньги начинают вспоминать и уходят и в такие воспоминания, которые порой, говорится, очень глубоко в памяти и забываются. Монеты российские, а иностранные банкноты и монеты, есть у нас такая традиция. В Сахаэнерго, кто выезжает или в загранкомандировки, или в отпуск за границу, привозят монеты, банкноты, зная, что я их коллекционирую. Хочу вот последний вопрос, может быть, задать, да, финансисту, человек, который, ну, так или иначе работает с большими деньгами. В деньгах ли счастье? Есть такой шутливый ответ. Не в деньгах счастье, а в их количестве. На самом Получается, все равно в них. Нет, конечно, это шутка. Ага. Деньги не решают все. Мгм. Все решает все-таки больше человеческие, дружеские отношения, теплота. Деньги – это только средство платежа, Мгм. не более того. Общение. Мне было очень приятно с вами разговаривать, потому что вы очень творческий человек и очень, по-моему, веселый. И знаете, что я вам хочу, в какой-то степени хочу пополнить вашу коллекцию. Прямо из кармана достаю. Вот такая вот купюра. Тут написано 10 бр. Я была в Эфиопии, это африканской уже. Спасибо Да. огромное. Вот такой монеты, конечно, и банкноты у меня еще нет. И вот такая вот монета. Это И у тоже меня память. Может будет быть, когда-нибудь окажетесь в той стране и вспомните наше общение, нашу встречу. У меня теперь даже есть вещественная память о нашей встрече. Да, это замечательно. Перебирая свою коллекцию, увидев это, я вспомню о нашей встрече, о вас. Очень Будьте приятно. счастливы, Наталья Альбертовна. Спасибо большое. Очень приятно было с вами общаться. Большое спасибо, дорогие телезрители, за внимание. И до встречи в следующую субботу. Каждое платье – новая история. Магазин женской одежды «Эсолог». Торговый центр Тоймада, 3-й этаж, телефон 707 574.